Сегодня в Бишкеке начинают свою работу международный театральный фестиваль «Айтматов» и театр. В результате лесного пожара в Калифорнии погибли 29 человек, и кыргызстанцы выиграли 2 медали на международном турнире «Гран-при по дзюдо». В эфире новости, в студии Светлана Кматалиева. Здравствуйте. В эти минуты в госрезиденции Ала-Арча проходит Республиканский конгресс молодежи Кыргызстана. В нем участвуют делегаты со всех регионов страны. Это участники молодежных организаций, предприниматели, представители НПО. Республиканский конгресс молодежи проходит раз в 2 года. Впервые в его работе принимает участие президент Сооронбай Жээнбеков. В программе 4 презентации предпринимателя Тилека Туктугазиева, который расскажет об инновациях в сельском хозяйстве, в частности, в строительстве теплиц. Элизара Телебальды Улу, он рассказал о проекте «Национальный корпус управленцев». Еще одна немаловажная презентация, которую участники Конгресса представили президенту – социальное предпринимательство и решение проблем людей с ограниченными возможностями здоровья. Это программа по решению вопросов занятости людей с инвалидностью, говорит автор Наргиза Эркибекова. Сегодня в Бишкеке начинает свою работу международный театральный фестиваль «Айтматов» и театр, посвященный 90-летию писателя Чингиза Айтматова. Как сообщили в Минкультуры, участники фестиваля возложат цветы к памятнику классика в Бишкеке, а после состоится открытие мероприятия в Кыргызской национальной филармонии. В программе мероприятия проведение научно-практических конференций и показ спектаклей по произведениям Айтматова. Фестиваль продлится до 17 ноября. И к другим темам. На перевале Туашу автодороги Бишкек-Ош ввели ограничения на проезд большегрузных фур с прицепом. Об этом сообщили в Минтрансе. Сейчас на перевале сильный снегопад, на дороге снежный накат и гололедица. Идут подсыпка и очистка трассы. Проезд для легковых автомобилей открыт. На остальных горных участках дорог ограничений для проезда транспорта пока не вводили. А между тем сотрудники предприятия «Тазалык» продолжают работу по очистке улиц Бишкека от снега. Как сообщили в мэрии, было израсходовано 92 тонны песка и 8 тонн технической соли. К работе привлечены 25 единиц спецтехники. Очисткой тротуаров занимаются 740 дворников. Также на линии 113 грузчиков, которые задействованы на санитарной чистке города. Работы будут продолжаться непрерывно, обещают в мэрии. В муниципалитете также рассказали, что сотрудники «Тазалыка» часто сталкиваются с проблемой неправильно припаркованных автомобилей у обочин дорог. Они мешают проезду спецтехники, тем самым оставляя часть дороги у обочины не подсыпанной солью и песком. В рамках недели швейной промышленности во Дворце спорта имени Кожумкула проходила ярмарка швейных изделий, сшитых местными производителями. Верхняя одежда, платья, юбки, белье – все исключительного качества, рассказывает Елена Ткаченко. Каждое изделие, изготовленное кыргызскими швеями, проходит несколько этапов проверки. Швы должны быть ровными, размеры соответствовать принятым стандартам. И никаких торчащих ниток и других видов брака, которыми часто грешат недобросовестные производители. Одежда Made in KG соответствует международным стандартам, а значит, покупатель получит вещь высочайшего качества. Я брала вещи именно нашего производства кыргызского. Мне очень нравится. Очень хорошее качество, приемлемая цена. В отличие от китайских товаров, я считаю, что они все-таки занимают более высокое положение, высокую позицию. Вещи представлены неплохие, очень много верхней одежды, платья. В принципе, каждый может прийти что-то для себя выбрать. На ярмарке во Дворце спорта имени Кожумкула свой товар представили более 40 местных производителей. Для них она удобна тем, что на ней можно найти много новых покупателей. Допустим, наверное, года 2-3 назад еще не было такого, что вот даже наши жители, они говорят, да, действительно, наши стали шить лучше, у нас производство стало лучше. Раньше, если сравнивать, говорят, ой, это самопошив, ой, что вы там. Вот было вот такое отношение. Сейчас нет, сейчас вот как-то за последнее время очень резко поменялось отношение к нашим товарам. Не говоря уже о том, что это в России. В России, допустим, производство продукции наших производителей, она там очень ценится, особенно легкая промышленность.
Одежда, сделанная в Кыргызстане, высоко ценится в странах СНГ. В России, например, существуют целые сети магазинов, которые торгуют именно одеждой нашего производства. На нашем рынке представлена одежда подешевле и подороже. Ту, которая дороже, потом продают уже не на базарах, а в бутиках. Мы за качество своего товара отвечаем, поэтому его не стыдно продавать. Раньше были времена, когда качество не играло такой большой роли. А сейчас, когда конкуренция выросла, нужно брать именно качеством. В основном товары отечественного производства экспортируют в Россию и Казахстан. Постсоветское пространство, особенно в Евразийском экономическом пространстве, мы признаны, мы имеем свою очень хорошую нишу на этом рынке. И, конечно, мы не должны останавливаться над этим вопросом, то есть на достигнутом, то есть что мы сегодня имеем. Мы должны дальше двигаться. Доступные цены и высокое качество – вот основные причины, по которым товары отечественного производства выбирают как кыргызстанцы, так и иностранные покупатели. Для оптовиков важно то, что наши швеи могут шить практически любую модель, при этом брак в партии будет минимальным. Для розничных покупателей важно то, что при высочайшем качестве цены вполне приемлемые. Елена Ткаченко, Нуркамиль Асанов, Общественный, Первый канал. В Бишкеке представлены работы участников 2 архитектурных конкурсов. Как сообщили в мэрии, тематика конкурсов – реновация фасадов массовых типовых домов с целью улучшения их теплотехнических свойств и улучшения внешнего облика, а также серия малоэтажных жилых домов усадебного типа для Бишкека. Конкурсы были объявлены в мае Союзом архитекторов. Архитектурная студия Юрия Смирнова получила 2-е место, 3-е место присуждено творческой группе Бейсена Кариева. Борьба за 1-е место продолжится. И к событиям в мире. В результате лесного пожара в Калифорнии погибли 29 человек, 228 пропали без вести, сообщает РИА Новости, со ссылкой на местные телеканалы. Около 6,5 тысяч домов разрушены, 15 тысяч находятся под угрозой. Огонь охватил почти 45 тысяч гектаров, 25% пожара локализовано. По меньшей мере 3,5 тысячи людей размещены в приюты. Лесной пожар на севере Калифорнии начался в четверг и стал самым разрушительным в истории штата. До сих пор самым разрушительным в истории Калифорнии считался пожар Табс, тоже на севере штата, ближе к побережью. Он произошел в октябре прошлого года и охватил почти 15 тысяч гектаров и уничтожил более 5,5 тысяч построек. Форум мира, приуроченный к столетию со дня окончания Первой мировой войны, открылся накануне в Париже. Форум инициирован президентом Франции Эммануэлем Макроном и призван стать ответом на рост напряженности в современном мире. Главы государств и правительств, представители международных организаций прибыли на форум после участия в торжественной церемонии у Триумфальной арки и ланча в Елисейском дворце. Форум открыл Макрон, который в своей речи подчеркнул важность подобного мероприятия и поблагодарил всех, кто внес свой вклад в его проведение. Кроме него на церемонии открытия выступили канцлер Германии Ангела Меркель и генсек ООН Антонио Гутерриш. Работа форума мира продлится до 13 ноября. Китайский гигант интернет-торговли Alibaba установил в воскресенье новый рекорд по объему продаж в свой главный торговый день в году, получивший название Дня холостяков. За первые 85 секунд распродажи компания заработала $1 миллиард, а к концу первого часа этого праздника консюмеризма продолжительностью в сутки доходы компании достигли почти 10 миллиардов, передает BBC. Еще за несколько часов до конца акции Alibaba побила собственный рекорд прошлого года, составлявший более 25 миллиардов $. В общей сложности покупатели потратили в этот день 30 с лишним миллиардов $. Кыргызстанцы выиграли 2 медали на международном турнире Гран-при по дзюдо. Очередной турнир прошел в Ташкенте. Юрий Краковецкий завоевал бронзовую медаль турнира. Он выступал в состязаниях весовой категории свыше 100 килограммов и стартовал со стадии 1/8 финала. В четвертьфинальной схватке кыргызстанец в упорной схватке уступил сопернику из Казахстана. В поединке за итоговое 3-е место соперником Краковецкого должен был стать Ренат Саитов из России, но он не вышел на схватку. Краковецкий стал обладателем
обладателем бронзовой медали. Ранее бронзу в турнире весовой категории до 81 килограмма завоевал кыргызстанец Владимир Залоев. И на этом пока все. До встречи.